Удачной на днях была охота. Легко нашел я логово волков. Волчицу сразу пристрелил я дробью. Загрыз мой пес двоих ее щенков. Уж хвастался жене своей добычей, как вдалеке раздался волчий вой. Но в этот раз какой-то необычный. Он был пропитан горем и тоской. А утром следующего дня, хоть я и сплю довольно крепко, у дома грохот разбудил меня. Я выбежал, в чем был за дверку. Картина дикая моим глазам предстала. У дома моего стоял огромный волк. Пес на цепи, но цепь не доставала. Да и, наверное, он помочь не смог. А рядом с ним стояла моя дочь и весело хвостом его играла. Ничем не мог я в этот миг помочь, а что в опасности, она не понимала. Мы встретились с волком глазами. Глава семьи той, сразу понял я, и только прошептал губами: «Не трогай, дочь, убей лучше меня». Глаза мои наполнились слезами, и дочь с вопросом: «Дада, что с тобой?» Оставив волчий хвост, тотчас же подбежала, прижал ее к себе одной рукой. А волк ушел, оставив нас в покое. И не принес вреда ни дочери, ни мне за причиненные ему мной боль и горе. За смерть его волчицы и детей он отомстил. Но отомстил без крови. Он показал, что он сильнее людей.